Листаем календарь 2012-2013 учебного года. Что интересного было в этом году? 1 сентября. Отсчет нового учебного года. Лицеисты начали на линейке, посвященной Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Символ будущих игр – карнавал в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Лицеисты с нетерпением ждут этого события. От олимпийской линейки мы переходим к олимпийским чемпионам. 4 сентября встречали Елену Исимбаеву, которая является частым гостем лицея, но, как и полагается, его выпускница. 19 октября праздновали 85 лет лицея номер 5 школе номер 8. Традиционно день рождения лицей проводил в Театре музыкальной комедии. Спектакль «Обыкновенное чудо», поставленный силами лицеистов и педагогов, подарок ко дню рождения. Как и вся страна, лицей праздновал 70-летие победы в Сталинградской битве. В широком спектре праздничных мероприятий было много ярких страниц. Встречи иностранных делегаций Франции и Италии. Встреча с Мариной Попович, легендарной женщиной, испытателем реактивных самолетов. Фестиваль хоров по волнам нашей памяти. А 1 февраля 2013 года в лицее номер 5 состоялся телемост Волгоград-Новороссийск, во время которого был дан старт акции «Звон памяти, мира и радости». Инициатива лицея номер 5 заключается в том, чтобы зародить новую традицию празднования 21 сентября Дня мира. В этот день планируется в каждом уголке планеты позвонить в колокольчик ровно в полдень в память о погибших в войнах, в знак солидарности всего мира во имя мира. В конце марта представительная делегация в составе 21 человека отправилась на открытую московскую конференцию «Россия. Мое Отечество». 10 победителей, 7 призеров, 4 победителя в номинации. Таков итог работы на этой конференции. Традиционно начался апрель комплексом мероприятий, посвященных Дню здоровья. Сюрпризом стало появление на линейке олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, которая не только наградила победителей лицейских соревнований, но и сделала подарок лицею, передала в школьный музей свой шест. В рамках 3-го международного историко-культурного форума «Великая победа, добытая единством народы Кавказа в битве за Сталинград» в лицее прошла встреча с делегатами, ветеранами войны и проведен урок мужества. 30 апреля ждал весь лицей. Десятилетие Набеленка. Событие важное для всех. В этом году Набеленок проводили в Волгоградском техническом университете. Ректор университета приветствовал набелят. Как обычно, перед Днем Победы лицей проводил много мероприятий. На митинге 8 мая присутствовали не только лицеисты и ветераны, но и иностранные делегации из Польши и Италии. 25 мая прозвучал последний звонок для 11 и 9-классников. Директор лицея Лариса Александровна поздравила выпускников и напомнила всем, что 2013 год объявлен президентом Российской Федерации годом окружающей среды. Тематика линейки была связана с этим понятием. Огромный глобус стал символом праздника. С планетой детства прощались выпускники, вспоминая самое радостное, что было в их школьной жизни. 1 сентября 2002 года своих учителей, первую школьную любовь и друзей. На последнем звонке выпускники 2013 года подарили лицею новый артефакт – колокольчик. Именно он теперь и будет звонить о мире во всем мире.